И снова здравствуйте. Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей, в студии Алиса Шамба. Коротко о главном. Накопились вопросы, требующие разрешения. Президент провел совещание по вопросам установления инвалидности для ветеранов. Что едят наши дети? Актуальный репортаж программы. Вопросам установления инвалидности для ветеранов Отечественной войны народа Абхазии было посвящено собрание, которое провел сегодня президент. Рауль Хаджимба отметил необходимость более четко организовать механизм работы по определению и установлению инвалидности ветеранам войны. Открывая встречу, президент отметил, что количество инвалидов Отечественной войны народа Абхазии с каждым годом увеличивается. По словам Рауля Хаджимба, этот процесс особенно стал набирать обороты после того, как повысилась пенсия для этой категории граждан. Глава государства добавил, что весной текущего года было принято решение приостановить работу по данному направлению для решения существующих проблем. Процесс не контролируется в должной мере, и среди инвалидов есть граждане, которые получили увечья уже после войны. Эта категория не должна относиться к инвалидам войны, подчеркнул президент. Те лица, которые получили инвалидность, но не имеющие отношения к войне вообще, а таковые тоже есть, даны соответствующие указания определить эту категорию людей, а многим известны и эти фамилии тоже. Особенно это говорят в самой среде инвалидов. Ребята все друг друга знают. Те, кто был рядом с ними, кто прошел войну и кто получил соответствующие увечья, и кто потом упал с балкона, а потом стал инвалидом войны. Таковых не должно быть. Необходимо наладить работу в плане обеспечения лекарственными препаратами инвалидов войны, а также улучшить качество работы Гагарского реабилитационного центра, отмечалось на встрече. В связи с этим Рауль Хаджимба поручил Министерству здравоохранения проконтролировать этот вопрос. Очень плохо идет процесс работы по линии Минздрава и по части, касающейся выделения соответствующих средств на лекарственные препараты. Не могу сказать, что там все чисто. Что касается завышения цен на лекарственные препараты, оно имеет место. И это никак не может сказаться на качестве жизни наших ребят. Мы хотим заработать на инвалидах? Ну, наверное, это не совсем правильный подход. Вице-президент Виталий Габни отметил необходимость четко обозначить новые правила определения инвалидности, решить вопрос с ортопедическим центром, в котором уже 4 года не закупали необходимые материалы. Вице-президент озвучил ряд предложений по решению вопроса определения инвалидности. На 2015 год у нас было 2165 инвалидов. А на 2016 год, который у нас еще не закончен, у нас уже 2750. Это получается на 10 месяц у нас 585 человек вошли в инвалидность. Если ссылаться годом ранее, то вошло всего 65. От года в год волнами, я все цифры не буду поднимать, но практически с 1 января у нас идет неуклонный рост по инвалидам. Поэтому я прошу высказаться о том, какие те, кто участвует в комиссии по определению инвалидности, с вашей точки зрения, какие ваши предложения. Если говорить обо мне в частности, то я вам скажу, что комиссия по инвалидности должна работать не на каждый день в реальном времени, а собираться 2 раза в году, к примеру, это весной и осенью. Комиссия должна быть содержательной, многочисленной, представляющей все профессиональные слои, в том числе и ветеранские общественные организации, где это тоже имеет значение. У человека, соискателя, должна быть история болезни, он должен в больнице быть на учете. Виталий Габни отметил, что сейчас уже невозможно определить, насколько полученная после войны инвалидность является следствием войны, но при этом он считает необходимым впредь подходить к этому вопросу более ответственно и пересмотреть условия, при которых ветераны получают инвалидность. Участники совещания также отмечали, что не менее важными являются и вопросы обеспечения инвалидов медикаментами, а также вопросы протезирования. В 1994 году мы открылись, причем своими силами,
тогда вы понимаете, какие были сложности, своими силами нашли специалиста, нашли техника и начали делать протезирование по отобоковской технологии по сегодняшнему уровню. Но в 1994 году в конце Международный комитет Красного Креста предложил свои услуги на безвозмездной основе. И они с того момента обучили 8 человек специалистов из местного молодого контингента. Вот. И по сей день мы работали 4-5 лет тому назад, прекратила деятельность Международный комитет Красного Креста свой объем поставок, и мы начали сами напрямую выходить на ОДОБОК. И не было никаких нареканий. Вы помните, наверное, кто проходил, и есть многие ребята, которые, так сказать, прошли через наши ампутанты, мы так будем говорить, прошли через наши руки, не было претензий, никаких претензий. Но вот в течение 3 лет у нас появилась какая-то, я не знаю, ситуация, из которой практически вылезти не можем. То есть финансирование. Чем это? Это связано с тем, что Россия, насколько я знаю, запретила выходить напрямую в Германию. Так мне объясняют. Рауль Хаджинба дал поручение правительству подготовить соответствующие предложения до 10 декабря. Это очень серьезная тема. Вот по 4 блокам, которые мы с вами проговорили, все эти 4 блока должны быть под контролем. Я просил бы премьер-министра лично взять под свой контроль эту ситуацию. И вице-президент, вы вели его, я просил бы тоже вас возглавить всю эту работу в качестве, как говорится, вот той очень важной работы, которая делалась до этого, но положение и все эти вместе, как говорится, и аппарат вице-президента, и кабинет министров вместе должны сделать. И буквально в кратчайший срок, проработав эти вопросы, мы должны их утвердить. Сария Смарбислан Джинджал, Абхазское телевидение. Президент сегодня принял исполняющего обязанности министра по налогам и сборам Рауфа Цимсба. Рауль Хаджинба поблагодарил его за работу и отметил, что на эту должность будет назначен новый человек. Ваша работа во власти была достаточно яркой и полезной. Мы хотим, чтобы наша работа с вами была продолжена, но уже в новом качестве. Спасибо вам за ваш труд, сказал президент. Рауф Цимсба поблагодарил президента за оказанную честь и за оценку проделанной работы. Спасибо, что оценили мой труд. Спасибо коллективу. Я все прекрасно понимаю. Время идет вперед. Нужны новые умы, новые люди. Преемственность поколения, отметил Рауф Цимсба. И сегодня же президент подписал указ о назначении министра по налогам и сборам. Им стал Даур Курмазия. Президент встретился с секретарем Общественной палаты прошлого созыва Нателлой Акаба. Рауль Хаджинба и Нателла Акаба обсудили итоги работы Общественной палаты последнего созыва, а также планы на будущее. Президент выразил благодарность Нателле Акаба за проделанную работу и отметил, что с Общественной палатой у власти сложились эффективные рабочие отношения. Нателла Акаба отметила, что перед Общественной палатой стоит еще много задач и впереди еще очень большой объем работы. Она также подчеркнула, что Общественная палата должна сохранять полную политическую нейтральность. И только в этом случае она будет пользоваться доверием у всех политических сил в республике. Сегодня же президент Рауль Хаджинба подписал ряд указов о назначениях. Председателем Государственного комитета Республики Абхазия по экологии и охране природы назначен Савелий Читанава. Председателем Государственного управления Республики Абхазия по транспорту Рабистан Габлия. Председателем Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору назначен Ахра Пачкория. 13 вопросов повестки дня вынесено на заседание сессии Народного собрания, которое состоится завтра, 2 ноября. Депутаты рассмотрят проекты законов о внесении изменений в Кодекс Республики Абхазия о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях, о физической культуре и спорте, о внесении изменений в Закон Республики Абхазия о контрольной палате Республики Абхазия, о внесении изменений в Закон Республики Абхазия о государственной пошлине, о проекте закона Республики Абхазия об оружии, о частной охране деятельности в Республике Абхазия и другие вопросы.
Сегодня на нашем канале стартует новый проект «Передача Айзера. Собрание». Представители всех политических партий Абхазии в прямом эфире будут вести откровенный разговор на различные темы, волнующие все наше общество. Ведущий Левон Галустян. Тема сегодняшней передачи – поправки к закону о выборах. Прямой эфир начнется после выпуска новостей. Семинар по повышению квалификации учителей русского языка и литературы, а также директоров школ прошел сегодня в Национальной библиотеке. Читать лекции приехали в Абхазию преподаватели из Северо-Кавказского федерального университета. В семинаре принимают участие более 100 учителей со всех районов республики. Репортаж Сарисмар. Семинары по повышению квалификации учителей с привлечением специалистов из других стран в Абхазии проводятся впервые. Такого рода практика необходима в первую очередь для повышения уровня знаний учителей, а также обмена опытом. В семинаре принимают участие только учителя русского языка и литературы, а также директоры школ. В планах Министерства образования в скором времени организовать подобного рода тренинги и для других учителей. Эти курсы мы проводим согласно договору, который был подписан между Россией и Абхазией. Курсы мы проходим на каникулах сейчас. В течение недели будут работать и работают 2 секции. Курсы мы только начали проводить в таком масштабе большом. Мы проводили курсы совместно с Абхазским государственным университетом, но в таком объеме мы проводим это впервые. Доценты и профессора Северо-Кавказского федерального университета уже второй день работают с абхазскими учителями. Необходимо отметить, что лекции довольно познавательные. Преподаватели рассказывали о методике преподавания русского языка в иностранных школах, о том, как правильно преподносить детям новую тему. Сами учителя признаются, что узнали много нового. Спасибо тем, кто организовал этот семинар. Конечно, большая польза очень для нас. И мы многое подчерпнули. Надеемся, что еще будут проводиться такие семинары. И курсы повышения квалификации, говорят, давно не проводились у нас в республике, но я молодой специалист, и мне это тоже интересно. И я для себя вынесла, на самом деле, даже из вводных лекций вчера, первый день был, вынесла для себя много интересного. Лекции для директоров школ были посвящены проблемам, которые возникают в ходе учебного процесса, а также способам их урегулирования. Лекции проводились по 3 направлениям, и учителя принимали активное участие во всех семинарах, задавали множество вопросов, интересовались современной методикой преподавания. Программа включает 3 направления. Это что касается русского языка. Это методика преподавания русского языка как неродного, современное состояние системы русского языка, это теоретический курс. И 3-й курс – активные процессы в современном русском языке, которые находят отражение в норме. Это то, что нужно обязательно знать учителям, потому что они преподают современный русский язык. Правильно? Это 3 направления. Наша аудитория, очень доброжелательная. Ваши преподаватели проявили очень высокую активность в том, чтобы больше знать о языке, больше знать о методике, о современных состояниях русского языка. Лекции будут проходить в течение недели. Сария Смыр, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Министерство образования и науки республики опубликовало список продуктов, которые не допускаются для продажи в школьных столовых и буфетах. О том, что едят сегодня наши дети в школах, о нововведениях в детских садиках в материале Ренаты Шакая. Газированные напитки, чипсы, сухарики, конфеты, жевательные резинки, хоть и пользуются популярностью у детей, теперь это запрещенные продукты для реализации в школьных учреждениях. Не каждый предприниматель понимает, что, взяв в аренду школьный буфет, он несет ответственность в первую очередь за здоровье детей. В отношении таких предпринимателей и руководителей образовательных учреждений будут приниматься необходимые решения. С целью контроля над исполнением приказа Министерства образования будут проводиться внезапные проверки в школах. В ходе работы в столовых нет, как говорится, чтобы они нарушали. Но в буфетах бывает. Бывает, там они эти шипучие могут иногда завести конфеты, изделия кондитерские, которые запрещаются и так далее. Гамбургеры, сосиска в тесте, еще булочки с котлетами и так далее, они должны производиться и реализовываться в течение 3 часов. Перечень продуктов, которые не разрешаются реализовывать
в дошкольных и школьных учреждениях. Мы вместе с договором этот документ передаем заведующим столовым, и они должны работать по этим нормативным документам. Что касается питания в детских садах, то с прошлого года питание там организуется по новому меню, утвержденному Управлением образования столицы. Проверка показала, что в разных дошкольных учреждениях кормили по-разному. Где-то на указанную сумму, а в некоторых случаях на меньшую или большую. Из рациона питания детишек исключили сосиски, огурцы и помидоры, но овощи только в зимнее время. Кондитерские изделия допустимы в неделю раз. Вместо сухофруктов теперь в детские сады поставляются свежезамороженные ягоды и фрукты для изготовления компотов. Несмотря на то, что у нас в городе очень сложно найти детского диетолога, который бы правильно по всем стандартам смог бы нам помочь, мы как-то постарались силами своих специалистов, привлекли медицинских работников и, насколько это возможно, составили меню. В рационе детей, как и полагается, нужно, чтобы было 55% углеводов, 14% белков и 31, по-моему, процента жиров. В столице на сегодняшний день 15 школ и 13 детских садов. Министерством здравоохранения утвержден перечень продуктов, которые допустимы в общеобразовательных и дошкольных учреждениях. Нововведения нужны, чтобы контролировать, чем кормят наших детей. Существует перечень документов, которые допустимы, и существует перечень документов, которые недопустимы. Это контролируется в школах, контролируется в отделах образования, для того, чтобы дети правильно питались. Регулярный контроль за питанием в дошкольных и школьных учреждениях возложен на районный отдел образования и управление образования столицы. Рената Шакай, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. Делегация Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия во главе с президентом ТПП Геннадием Гагулия посетила столицу Андорры Андорра-ла-Велья. ТПП Абхазии была приглашена на неправительственном уровне как некоммерческая организация с предложением организовать презентацию своей республики и для обсуждения двустороннего сотрудничества. Встреча в Торговой палате Андорры началась с подписания меморандума о взаимопонимании между палатами с целью перенять опыт андорцев в туристическом бизнесе, сообщает пресс-служба ТПП Абхазии. С 1 по 31 октября на контрольно-пропускном пункте Рицинского реликтового национального парка было реализовано билетов на общую сумму 7 миллионов 26 тысяч 500 рублей, сообщает пресс-служба Рицинского парка. При этом за октябрь 2015 года было реализовано билетов на общую сумму 6 миллионов 517 тысяч 350 рублей. Как сообщили в пресс-службе, за 10 месяцев работы в 2016 году на КПП парка было реализовано рекордное количество въездных билетов на общую сумму 201 миллион 268 тысяч 400 рублей. Ну а сейчас о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 3-5, днем 9-11 тепла. Температура морской воды 17 градусов тепла. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.